К этой мечте получить золотую медаль вчерашние выпускники шли целых 11 лет. В этом году учебу с отличием завершили 208 учащихся, которые своими достижениями доказали высокий уровень знаний и упорства. На церемонии традиционно присутствует глава Ингушетии. Махмуд Али Калиматов поздравил выпускников с завершением важного этапа в их жизни, отметил их старания и желание учиться, а также выразил уверенность в их будущем успехе. Каждый из медалистов, несомненно, должен внести вклад в развитие региона. Восхищаясь, поздравляя медалистов, золотых медалистов, я все-таки хотел бы сказать тем ребятам, которые не перешли тот порог, нельзя огорчаться, не надо огорчаться. Я думаю, педагоги, школы, где находятся, руководство школы, они обязательно этих детей пригласят, обратят на них внимание и дадут им возможность и помощь окажут, чтобы они следующий этап обязательно сдали. Быть ищачаныш. Они не потому, что разные причины есть, разные. Но, Мухалыш, знаете, любая профессия, любая, подчеркиваю, она почетна. Обществу, понятно, медики нужны, учителя нужны, по специальностям. Но самое главное – оставаться и быть человеком. Человеком с большой буквы. Нас с детства этому учат. От всего сердца хочу поздравить. Потому что такой труд. Все учились на радость родителям, на радость своим родным, близким, друзьям. Вы перешагнули такой рубеж и вступаете в огромную взрослую жизнь. Это очень важно. Знаете, сегодня мы обязательно должны поблагодарить президента Владимира Владимировича Путина. Если бы не было последние 20-30 лет построено школ, оборудование, университет, и все это было для молодого поколения, для вас. И мы всегда должны помнить, что каждая школа стоит 700-800 миллионов рублей. А мы только за 3-4 года их построили более 30. Но есть другое еще. Мало ученических мест, оборудованных, с хорошим оборудованием. Но это и места рабочие для ваших мам, сестер, снох. Я могу повторять и поздравлять вас за ваш труд. Настойчивость, целеустремленность, мало окончить школу. Там еще дальний путь еще. И понимаете, никогда не забывайте, что данады, ищали, вожвали, они тоже будут за вас переживать. Вот когда вы пойдете учиться, поступите в вузы, вы всегда знаете, я хотел бы вам зачитать некоторые слова нашего президента еще. Владимир Владимирович Путин, говоря о выпускниках, говоря о молодежи, подчеркнул, что всегда нужно ставить для себя самую высокую планку, причем вне зависимости от того, какую профессию вы в итоге выберете. Любые дороги, которые бы вам не выпали в этой жизни вашей, она будет испытывать вас. Испытывать. Понимаете? Потому что, учиться нелегко. Но если ты понимаешь, для чего это, что ты живешь для чего-то конкретно, остальное все это естественно. А вот учеба, знания – это серьезно. Поэтому я хотел бы сказать вам, у нас в силу того, что предприятия начали работать, и будем расширять эту. Вы знаете, сейчас IT-академия, мы открывали с Михаилом Сафарбековичем сейчас акселератор. Это следующий этап учебы дальше. И потом у нас будет технопарк. Это через год-полтора. То есть
Каждый год там 150, 200, потом 500 ежегодно у нас будет выходить вообще-то айтишников. Это сейчас настолько востребовано. У нас очень одаренные люди. Я знаю, что вы все сможете. Я знаю, делали яхе, егишге, энгишгевей. У нас это, вы говорите, даст никогда. В этот день хотел бы от души каждого поздравить. Обязательно, чтобы у вас успех был в поступлении, чтобы вы устроили свою жизнь, и чтобы гордились вами, в первую очередь, ваши родители. И хочу сказать огромное спасибо учителям. Мяршхалч. Их лица сияют от волнения и радости, в глазах огонь юности, жажда знаний и уверенность в будущем. Это поколение, чьи старания и упорство привели к высокому результату. Ясмина Таршкоевна отлично окончила не только школу, но и успешно сдала единый госэкзамен. Девушка хочет стать экономистом. К своим целям она идет уверенно. Сегодня очень радостный день для всех нас. 11 лет нашего упорного труда и учебы не остались незамеченными. Нас сегодня награждают золотыми медалями. Мне хотелось бы поблагодарить всех, кто помогал мне на этом пути, своих учителей, которые 11 лет учили нас, репетиторов, которые сыграли немалую роль в подготовке к экзаменам, а также своих родителей, которые постоянно поддерживали меня и не давали отпускать руки. Выпускникам мне хотелось бы пожелать удачи, чтобы каждый поступил в вуз своей мечты, стал хорошим специалистом. Каждый из них – это не просто отличник, а носитель знаний, готов внести свой вклад в процветание республики, в развитие ее науки, культуры и экономики. Изнаур Картоев планирует стать хорошим стоматологом. Сегодня он тоже в числе золотых медалистов. Конечно, 11 лет, все-таки добились своей цели. Планирую поступить, скорее всего, в Махачкалу, но думаю подать документы в Москву, Питер тоже рассматриваю. Молодые и амбициозные достижения выпускников – плод упорного труда, преданности учителям, поддержки родителей и неугасаемой любви к своей родной республике. Они доказали, что нет ничего невозможного, если есть цель и упорство. Я очень рада, что получила медаль, я немало на это трудилась. Я очень благодарна своим родителям, своей школе, учителям. Также огромную благодарность я принесу своим репетиторам, которые помогали мне сдавать экзамены. И Далряс Хылмасняна, спасибо за все. Я в будущем хочу стать ортодонтом. Также я планирую развивать свою карьеру. Спасибо большое всем. Был нелегкий путь, были взлеты, падения. Но если все скомпенсировать, то сегодня присутствовать на таком празднике – это большая честь, такая радость. Я за всех очень рада, что все дети получают сегодня золотые медали. Это был нелегкий, долгий путь, но оно того стоило. 11 лет, я никогда не забуду эти школьные годы. Это было самое лучшее время. Меня по истории 93, по обществу 94, по русскому 80. Я считаю достаточными для поступления в наш университет и также за пределы. Но я рассчитываю, что поступлю за пределы на юриста по бизнес-праву. Всего в этом году школы в Ингушетии окончили более 2400 выпускников. Из них 137 получили серебряные медали. Успешно сдали ЕГЭ 2160 человек. Сегодня в этот волнительный день рядом с медалистами родители, родственники. Все они пришли поздравить и поддержать. Сегодня мы пришли поддержать своего племянника Картоева Изнаура, который получил золотую медаль, как и все многие наши ребята. Его поддержать пришли. Желаем им всего самого хорошего. Это гордость нашей республики. У нас в этом году очень много медалей. Я поздравляю всех наших ребят. Это наше будущее. Желаю им процветания. И чтобы они были примером подражания для многих других ребят. Праздник знаний и надежд. Золотые медалисты – символ успеха и пример для остальных учащихся школ. Их достижение подчеркивает важность усердной работы, мотивации, веры в себя, ощущение гордости за свой труд и понимание того, что перед ними открываются новые возможности. Зелимхан Кылоев, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.